Мои коллеги. Мы очень надеемся, что все, кто хотел прийти на нашу онлайн-встречу, он пришел. Те, кто немножечко задерживается, мы, безусловно, находимся на одном месте. Мы очень ждем всех, и мы очень рады приветствовать. Значит, разрешите, пожалуйста, представиться. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова. Я представляю Коми Республиканский институт развития и образования, и в рамках нашего института вы сейчас в течение 3 дней будете проходить прекрасный новый наш онлайн-курс, который посвящен, я бы так, наверное, даже сказала, освоению такой очень интересной, ну пусть новой профессии для нас, профессии педагог онлайн. Как дальше будут развиваться события, мы с вами никто не знаем, поэтому возможно, что в каком-то ближайшем будущем нам придется очень много общаться в режиме онлайн, как с семьями воспитанников, так и с коллегами, поэтому, возможно, где-то даже и с детьми. Поэтому вот нам бы очень хотелось затронуть те нюансы, которые связаны именно с онлайн-взаимодействием в режиме реального времени с нашими участниками образовательного процесса. И с нами все эти 3 дня будут представители наших инновационных площадок, наших детских садов, которые занимаются инновационной деятельностью, очень интересной, очень такой харизматичной, я бы сказала, деятельностью. Поэтому, дорогие участники нашего курса, вы услышите, наверное, все самое хорошее, все самое лучшее, что у нас было в течение этих месяцев, когда у нас был режим самоизоляции и когда мы очень много мероприятий в формате онлайн проводили с нашими участниками инновационных площадок. Поэтому вот тот курс, который вы будете сейчас проходить, здесь вы услышите и увидите очень много интересного. И я с удовольствием еще раз послушаю наших специалистов инновационных площадок из города Устинска, из города Ухты, из города Печоры сегодня. Завтра к нам подсоединится Сыктывкар. С удовольствием еще раз послушаю, но сразу же, дорогие наши коллеги, хочется сказать, что в апреле месяце мы проводили очень много интересных встреч, тоже в формате онлайн. И если потом у вас будут какие-то предложения по поводу того, где и как можно подробнее посмотреть о встречах с нашими специалистами, о каких-то других интересных идеях, вы просто напишите, пожалуйста, в чате, и мы обязательно сбросим вам все ссылки на наши встречи, которые проходили у нас в апреле и в мае 2020 года. Мы тогда очень интересную жизнь прожили, поэтому вот то, что еще отголоски, наверное, той жизни, мы хотели бы ими поделиться с вами. Поэтому, чтобы не отнимать внимание у наших замечательных спикеров, которые сейчас будут выходить с нами на связь из разных уголков Республики Коми, несколько организационных моментов. Уважаемые коллеги, значит, свои эмоции, свои какое-то, может быть, там отношение к происходящему вы можете писать в чате. Чат вы видите прекрасно. Те вопросы, которые вы бы хотели задать отдельно какому-то спикеру во время выступления, после выступления, у нас есть наверху вкладочка «Вопросы». Вы ее все прекрасно видите, она находится наверху на экране компьютера. Вот, пожалуйста, там задавайте свои вопросы. И тогда уже наши спикеры, они смогут на них ответить либо в процессе выступления, либо после выступления. Поэтому мы предлагаем начинать. Очень интересный курс. Сегодня мы работаем с вами до 15 часов. Завтра мы будем работать точно в таком же режиме. Площадку вы знаете. Единственное, что в пятницу, 18 числа, у нас будет очень интересное, грандиозное мероприятие. И как бы к вашей группе подсоединится совсем другая группа, тоже большая, очень хорошая, и мы с вами будем работать на другой коммуникативной площадке, и мы обязательно всем вам отправим ссылку на 3-й день, 18 число, где будет проходить у нас очень интересная педагогическая гостиная. Поэтому, уважаемые коллеги, Елена Сергеевна Боровченко, пожалуйста, подключитесь, чтобы я вас видела, могла бы вас представить нашим слушателям, чтобы все было в порядке. Поэтому, Елена Сергеевна, пожалуйста, выйдите с нами на связь. Добрый день. Для того, чтобы можно было начинать нашу с вами деятельность. Да, Елена Сергеевна, пока не видим вашего изображения. Да. Теперь здравствуйте, Елена Сергеевна. Здравствуйте.
Я очень рада всех слышать. Вернее, я буду рада, если наши находки, наши идеи пригодятся всем, кто меня слышит. Так будет вернее. Хорошо. Елена Сергеевна, мы вас слышим хорошо, поэтому разрешите пока представить вас, ладно? И потом, соответственно, вы начнете уже свою деятельность. Презентацию тоже можно загружать, можно пока оставить. Значит, уважаемые коллеги, разрешите представить Елена Сергеевна Боровченко, педагог-психолог, детский сад номер 12 города Усинска. Детский сад является федеральной инновационной площадкой. Елена Сергеевна является руководителем творческой группы педагогов этого детского сада. Поэтому я бы, наверное, так сказала, что Елена Сергеевна – это один из первых людей, людей, которые весной 2020 года подхватила идею вот такого онлайн-взаимодействия с родителями, с семьями детей раннего и дошкольного возраста, поэтому именно ей мне бы хотелось сначала предоставить слово, потому что все-таки инициатором где-то и идейным вдохновителем этого направления все-таки была она. Поэтому, Лена Сергеевна, вам слово, удачи, и, соответственно, мы здесь, мы рядом, так что если вдруг я буду появляться в кадре, значит, где-то что-то пропало, может быть, звук, либо изображение. Все, Лена Сергеевна, удачи. Удачи. Спасибо большое, Татьяна Валерьяновна. Я еще раз повторюсь, я буду рада, если все, что я сейчас расскажу, пригодится коллегам. Почему так случилось, что я была одной из первых? Наверное, потому что это связано с моей профессией. Мне, как никому другому, было понятно, насколько тяжело весь этот период дается нам всем, не только педагогам, но и детям, и родителям. И, естественно, моя задача была поддержать всех, помочь всем в этот период, выделить для себя самое главное, понять, что для нас важно, и отбросить все ненужные сомнения. Ну, а теперь потихонечку начнем. Начнем рассказывать и обсуждать то, что происходило все эти дни. Но начнем с того, что, наверное, весь мир изменился не вчера, не полгода назад, когда с нами все это произошло. Весь мир изменился гораздо раньше. Он стал каким-то обширным, общим. Мы теперь можем знать и видеть то, чего не знали и не видели многие поколения до нас. А изменился ли современный ребенок? Ну, по большому счету, ведь он осваивает мир точно так же, как все дети до него, точно так же, как осваивали мир мы с вами. Он точно так же радуется, он точно так же огорчается, он проходит все этапы точно так же, как проходили мы, ведь физиология у нас общая, но... Тем не менее, даже у этого ребенка, у этого чудного ребенка есть то, что мы с вами замечаем, то, чего не было каких-то еще 5 лет назад у предыдущих поколений. Чем же отличается этот малыш, с которым мы сейчас знакомимся заново? Ну, первое и самое главное, что выделяем мы, выделяют родители, и мы не знаем, что с этим делать, и нужно ли с этим что-то делать. Ведь это дети, которые будут жить после нас, это дети, которые будут жить в другом мире, не в том, в котором привыкли жить мы. Но, тем не менее, мы считаем это, наверное, проблемой, то, что наши дети не умеют общаться, не умеют играть, не умеют разрешать конфликты, которые случаются. Они эмоционально не так сопереживают, как сопереживали дети раньше. Это так нам кажется, да? Но ведь мир другой. Ну, тут наша задача, наверное, помочь им освоиться в этом мире. И задача не только нас, педагогов, но и родителей. Ведь для каждого маленького ребенка главный педагог не мы с вами, а мама с папой. Он уже приносит с собой в детский сад семейный уклад, свои особенности, свои какие-то внутренние устои. И мы должны это понимать. Мы не имеем права это ломать. И поэтому в этом случае главные наши проводники наших идей, главные, может быть, наши помощники, где-то, может быть, даже вдохновители – это родители. Во всяком случае, в нашем детском саду
каждый малыш, ступающий на порог, это член нашей семьи. И, соответственно, его мамы, папы – это тоже члены нашей семьи. Мы подхватываем их еще задолго до того, как они появляются у нас в группе. Мы стараемся подружиться с их привычками, мы стараемся подружиться с их особенностями, мы задаем вопросы родителям, родители задают вопросы нам. Вообще родители в нашем детском саду – это не просто участники образовательного процесса, как принято говорить. Родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди – это все члены нашей семьи. И мы стараемся вместе с родителями сделать жизнь наших детей насыщенной, интересной, полноценной. Мы учимся у них, они учатся у нас. Зачастую мы учимся у наших детей очень многим вещам. И когда случился этот период очень сложный, и неизвестно, будет ли он последним или случится еще что-то подобное, на пороге этого периода мы не понимали, что нас ждет дальше. Ну, как бы мы знали, что мы должны что-то делать. И в первую очередь, осознавая, что дети будут находиться в замкнутом пространстве, родители будут находиться тоже в замкнутом пространстве, у них не будет такой возможности прийти и задать вопрос, когда возникает необходимость, мы разработали ряд рекомендаций для того, чтобы облегчить родителям жизнь вот в эти дни самоизоляции. Мы их опубликовали, их было много, их было несколько, родители тоже присылали свои находки. Как-то было интересно, забавно, мы шутили, но через какое-то время шутить нам всем расхотелось, потому что мы поняли, что это не закончится так быстро, и наших идей и находок не хватит на весь этот период. И тут пришла такая вот интересная идея просто показать родителям, что они не одни в этом замкнутом пространстве, что мы все, вся наша большая семья, семья детского сада, находится рядом с ними, пусть виртуально, но мы все вместе, мы все готовы прийти на помощь. В первые же дни самоизоляции на сайте детского сада и в нашей официальной группе ВКонтакте появился номер телефона доверия. Это мой второй номер телефона, на который родители могли бы позвонить, когда хотят, и не только родители, но и дети. И вот когда звонки участились звонки от родителей, от детей, мы поняли, что нужны активные действия. И вот тогда появился такой флешмоб. Ну, даже не знаю, скорее всего, да, это был флешмоб, который называется «Помаши ладошкой». Мы предложили детям передать виртуальный привет друг другу, помахать ладошкой, но необычной, вот какой-нибудь оригинальной. Вы не представляете, какие оригинальные, замечательные ладошки появились в ленте группы ВКонтакте. Каждые 3-5 минут у нас появлялись новые картинки. У нас было видео, где дети машут друг другу ладошками. Подробнее об этом флешмобе, о том, какие интересные идеи подарили нам родители во время этого флешмоба, я расскажу завтра, когда мы будем рассматривать идеи работы с детьми онлайн. Вот этот флешмоб показал нам всем, что мы одна семья. Вы знаете, наверное, до него родители не были так активны. Они скорее писали мне на почту, они звонили по телефону в детский сад, они звонили по телефону доверия. Но как только они увидели, что их вот этот вот порыв вызвал такой отклик, наше общение стало постоянным, непрерывным. Начиная с 7 часов утра у нас начиналось утро, и оно начиналось с доброй песенки, с утренней зарядки, с веселого, забавного 30-секундного мультфильма с приветствием. И до 10 часов вечера у нас происходило активное общение в группе ВКонтакте. Кроме всего прочего,
педагоги продолжали общаться с родителями в разных мессенджерах. Каждый выбирал для себя разные форматы общения, ведь все мы люди разные. На самом деле кто-то активный может быть и публичный, а кто-то закрытый человек, и ему достаточно вот такого вот общения закрытого. Следующая идея, как говорят очень многие, витала в воздухе. Почему? Потому что, ну, первое, и что могли предоставить своим детям мамы, и что больше всего нравится детям, это кухня. Это то, что близко нам всем, это домашнее тепло, это домашний уют. И сначала появлялись фотографии, где дети что-то там экспериментировали на кухне вместе с мамами, забавные, смешные, мы таким образом приветствовали друг друга. А потом появилась идея создать свою кулинарную книгу, то есть нашу семейную кулинарную книгу, которая называлась «Звездная кухня». То есть мы не просто выкладывали вот такие вот фотографии с тех моментов, когда дети готовят кушать с родителями на кухне, наши маленькие звездочки готовят с родителями, но мы просили поделиться уникальными семейными рецептами, чтобы их могли приготовить другие. И вот тогда вот эта звездная кухня набрала огромные обороты. Вы понимаете, это было настолько интересно нам всем. Кто-то выкладывал не один, а несколько рецептов, кто-то выкладывал видео. Были замечательные видео с шалостями детей на кухне. Сейчас я покажу одно такое веселое, интересное видео, которым поделились с нами родители. То есть вот такие видео, под которыми были написаны рецепты приготовления, а это сам процесс был снят, как происходил этот процесс. Были прямо настоящие кулинарные мастерские. Завтра я вам покажу одну такую замечательную детскую кулинарную мастерскую. Я вам скажу, она практически профессиональная. И вот этот вот проект, вот эта звездная кухня, он продолжался очень долго. И даже вот в июне месяце многие дети, уже находясь в отпуске, ну, видимо, под впечатлением, просили родителей отправить фото блюда, которые они приготовили сами. Очень многим деткам это понравилось. И самое главное, что мы таким образом снова объединили всех. Мы ходили друг к другу таким образом виртуально в гости. Мы давали нам понять, родителям понять, что они не одни, что они могут вести прежний образ жизни, относительно, конечно, но вот в тех условиях, которые сейчас существуют. В нашей ленте были замечательные фотографии, приглашение прийти в гости, попробовать семейные блюда. У меня целая папка этих фотографий сохранилась, то есть такой огромный фотоальбом, который мы вот сейчас постепенно печатаем. Мы очень хотим это все сохранить, поскольку фотографии были очень теплыми, добрыми, уютными и очень значимыми для многих родителей. Мы вместе, все вместе, отмечали дни рождения, причем дни рождения мы отмечали по-разному. Иногда нас приглашали родители на такие дни рождения поучаствовать с ними виртуально. Вот, например, маленькая фотография внизу, на которой Милаша с мамой запечатлены, они приглашают нас на завтра на свой виртуальный день рождения. И на следующий день Милашу поздравляли все с днем рождения. Было очень приятно, естественно, Миланке. Она у нас очень общительная девочка, делает интересные выводы все время. И она благодарила потом за всех. Вот такая кроха двухлетняя почувствовала внимание всего детского сада. Алисочка маленькая получила в подарок торт от мамы, причем мама сказала, что ее поздравляют детки. И вот фотография, на которой запечатлена Алиса, это от того, что мы, естественно, отправили ей поздравления с днем рождения. Нам приходили видеоотчеты о том, как дети отпраздновали день рождения. Мы радовались, мы праздновали вместе со всеми, все праздники для нас были общими.
Кроме всего прочего, мы с родителями заново узнавали своих детей, вот находящихся вот в этом замкнутом пространстве. Откуда-то возникла идея, ну, наверное, тоже идеи в воздухе витали. И вот несколько родителей одновременно прислали видео, на котором дети там пели песенки, делали какие-то интересные поделки, читали стихи. И вот тогда возникла идея объединить эти видео, фото в такую большой фестиваль, Да, сейчас Елена который Сергеевна назывался «Звездный готовится. дождь». Он продолжался тоже на протяжении всего нашего периода, пока мы сидели вот на этой самоизоляции. То есть как только ребенок или родители были готовы поделиться с чем-то, какой-то идеей, какой-то находкой, какой-то своей работой с нами, это все публиковалось под хэштегом «Звездный дождь». И вот тут родители очень многие писали, что, оказывается, наши дети очень много умеют и очень много знают. Вот здесь, например, замечательные поделки оригами, сделанные ребенком, а об этой способности собственного ребенка мама изначально даже не знала. Просто она это делала всегда в детском саду вместе с детьми, и как-то для нее это уже, видимо, было обыденно. Но когда она начала делать это дома и начала фантазировать на основе своих знаний и умений, мама открыла для своего ребенка, вернее, своего ребенка для себя заново. И это увлекло целую семью очень надолго. Вот такой замечательный фестиваль, который проходил у нас, он позволил получить каждому ребенку заслуженные аплодисменты, свое признание, где-то, может быть, подкорректировать самооценку, потому что благодарности от родителей было очень много за то, что их ребенка увидели, оценили. Еще один постоянно действующий хэштег, который, в общем-то, действует и сейчас, это вечный двигатель. Когда маленький ребенок, да и не только маленький, находится в замкнутом пространстве, и ему некуда выплеснуть энергию, он, естественно, ее выплескивает вот любым способом и не совсем тем, который приемлем для родителей. И тогда мы решили напомнить мамам, папам, бабушкам, дедушкам, что это нормально для ребенка постоянно двигаться. И хотели помочь им организовать пространство дома так, чтобы дети могли реализовать вот этот дефицит, вот эту, реализовать свою потребность в движении. Родители откликнулись мгновенно. Все свои находки, все интересные находки детей, идеи активного времяпрепровождения публиковались у нас мгновенно. Таким образом, нам удалось ненадолго сбавить градус вот этого напряжения от того, что родители уставали, скажем так, от постоянного движения детей в маленьком пространстве. Родители делились своими идеями, как организовать игру детскую, как можно сделать свои игрушки, как организовать, допустим, спортивный уголок, как организовать творческую зону для детей. Все идеи мгновенно подхватывались, и тут же прилетали отклики. То есть в ответ приходили фотографии с организованным уже пространством для детей. Естественно, кроме вот этих флешмобов, для родителей огромным подспорьем были мастерские и мастер-классы от педагогов. Я не буду показывать много мастер-классов, их огромное количество в интернете, не хочется повторяться. Есть небольшие такие уникальные идейки от педагогов. Вот, например, наш музыкальный руководитель Марина Анатольевна затронула такую замечательную тему, сейчас я включу видео, и мы ее посмотрим, о том, как научить детей слушать. Уважаемые взрослые, игра для детей – это удовольствие, но после шумных и подвижных развлечений можно сделать паузу и поиграть в тихие, но не менее интересные игры, которые успокоят расшалившихся детей.
Одна из таких – угадай звук. Закрыв глаза, ничего не видя, лишь по звуку мы можем определить, что происходит вокруг нас. Мы не только распознаем и называем звук, мы невольно представляем картинку, какое-то действие, связанное с ним. Перед нами возникают звуковые образы. Попробуйте вместе с детьми включить ваше слуховое воображение. Итак, присядьте вместе с детьми и во время игры говорите и задавайте вопросы шепотом, чтобы ребенок, закрыв глаза, мог постепенно настроиться на тишину. Казалось бы, для нас, педагогов, это все понятно, мы все это знаем, но для многих родителей вот такие вот подсказки были огромным подспорьем. И вы не представляете, как благодарили Марину Анатольевну, видимо, она попала в точку в нужный момент, и очень многим родителям помогла с этой своей находочкой, с этим своим мастер-классом. Мы использовали все наши ресурсы, все наши возможности, и у нас есть уникальные мастер-классы для детей, для родителей, с которыми я вас познакомлю завтра. Уникальные в каком плане? Мы использовали такую вот особенность, что всем родителям, абсолютно всем родителям интересно посмотреть мастер-класс, в котором участвуют дети. И те педагоги, у которых есть собственные дети дошкольного и школьного возраста, использовали это по полной, и это было очень интересно, это было здорово, потому что смотреть, как показывает взрослый, это одно. А когда ты видишь ребенка, и ты понимаешь, что каждый ребенок имеет право на ошибку, что он делает это в силу своих возможностей, в силу своих умений и навыков. Это было для родителей приемлемо, понятно, и они принимали наши мастер-классы всегда очень тепло, радушно, и всегда эти мастерские, мастер-классы имели отклик. Причем отклик очень интересный. То есть, когда они видели участвующего в мастер-классе ребенка, естественно, они присылали нам не результат своей работы, а либо короткое видео, либо фотоотчет о том, как ребенок это делает, как ему было интересно, насколько родители научились видеть своих детей в результате этого. Это было, конечно, уникально и очень интересно. Для нас самих. Это была такая наша находочка. Вот такие вот фотографии, видео приходили к нам в ответ, в которых дети были активны. И родители радовались не тому, какая замечательная работа получилась у них, а тому, какой отклик вызывал сам процесс у этих детей, какой бурный восторг у них был от этого. У нас есть уникальные мастер-классы от самих детей, то есть сами дети учили друг друга, то есть посмотрев на то, как проводит мастер-класс педагог, да, они сами уже это все делали и учили всех остальных. У нас есть уникальный мастер-класс, с которым я познакомлю завтра, от Мадины. Это вообще просто чудо, насколько она воспроизвела даже интонации педагога, который, вот мастер-класс которого она повторяла. Кроме всего прочего, мы понимали, что вот это вот замкнутое пространство нужно как-то расширять, нужно дать возможность детям хотя бы в своих мечтах, да и родителям в своих мечтах выйти за пределы вот этой вот квартиры, замкнутого пространства. Да тут еще и за окном наша северная весна. Почему говорю северная? Мы все прекрасно знаем, какая она у нас. Она у нас такая мрачная, у нас такая она грязная за окном. Совершенно не радует порой.
И тогда у нас был такой замечательный флешмоб «Разукрасим все планеты», когда дети под чудесную песенку смешариков и барбариков, простите, рисовали на окнах свой мир. То есть они пытались оживить картинку за окном. Открою вам секрет, рисовали не только дети, рисовали и родители с огромным удовольствием. Нам позвонила, причем не одна мама, вечером у нас с ней был разговор совершенно на другую тему, поскольку этот флешмоб запустила я, она говорит, вы знаете, я в детстве рисовала на окне, да, на Новый год мы рисовали картинки, и у нас как-то ассоциировалось это с Новым годом. Но вы не представляете, какое... как это необходимо было для меня именно сейчас. Не для меня, может быть, не для моих детей, может быть, а именно для меня. Потому что, когда я начала рисовать, я поняла, что я могу таким образом преобразовать мир вокруг себя. То есть человек таким образом, говоря по-взрослому, отрефлексировал. И я надеюсь, что очень многим детям это тоже помогло. Кроме этого, такого веселого, такого яркого флешмоба, у нас был очень трогательный флешмоб. Причем эта идея исходила от родителей. Было очень тяжело. Это был уже 2-й месяц, мы уже не знали, как долго это еще будет продолжаться. Было очень страшно порой, потому что мы люди разные. Кто-то настолько впечатлился вот этими страхами, которые передаются по телевизору, хотя мы рекомендовали родителям пореже смотреть телевизор даже самим, не говоря уже о детях. А если и смотреть, то что-нибудь такое доброе, какие-то сказки. Мы, кстати, постоянно выкладывали на страничке ВКонтакте рекомендации, ссылочки на фильмы, добрые детские сказки. Специально для подготовишек мы сделали такую подборку фильмов про 1 класс, про школу, старых, добрых, про доброту, про дружбу. Для малышей подбирались по возрасту мультфильмы, которые можно смотреть, которые длятся там не больше 3-5 минут, потому что мы понимали, что сейчас очень много времени дети проводят перед телевизорами и компьютерами. Но, тем не менее, напряжение не спадало, и вот одна из мам прислала фотографию под хэштегом, причем хэштег она тоже придумала сама, «Узнай меня», на которой на которой была одна фотография, на которой был ее ребенок в возрасте там 6 месяцев, очень забавный. И тут нас всех осенило, что это самое необходимое. Причем не только меня, я вам хочу сказать. Очень многие педагоги тут же начали мне в мессенджере писать, что это то, что нужно сейчас. Потому что тогда, в тот момент, нам, раздраженным, истощенным, очень нужно было пересмотреть семейный альбом и понять, насколько мы близки друг к другу, насколько мы любим своих детей, какие они трогательные, какие они маленькие, и как мы им нужны. И когда вот эти фотографии заполонили нашу ленту, вы не поверите, вот эти там 3 дня, пока этот хэштег был постоянно действующим, очень продолжительным, мы не могли выкладывать ВКонтакте больше ничего, кроме утреннего приветствия и вечерней рефлексии, потому что, сами понимаете, количество публикаций в день ограничено, а наша лента была переполнена. В одной публикации был не один коллаж, а несколько. Сколько любви было в эти 2 дня, вы себе не представляете. Ведь на эти все фотографии невозможно смотреть, ну, не говоря о том, что без улыбки, они настолько теплые, насколько они подбирались родителями. Причем очень многие, вы видите, коллажи разные, там порядка 8 фотографий были, приходили с фразой «я не могу выбрать одну, они все у меня любимые». Ну, конечно, как можно не любить собственного ребенка? И несмотря на то, что мы очень устали, мы это прекрасно понимаем. Еще один хэштег, который действовал это время, постоянно действовал, но был очень таким неактивным, и сейчас объясню почему. Это хэштег «размышлялки». Здесь родители присылали размышления детей
на абсолютно разные темы. Тему никто не задавал. И он был такой не очень активный, бывало раз в неделю, бывало даже раз в 2 недели у нас появлялись публикации под этим хэштегом, но он был очень необходим. Мы выяснили, что не умеем мы слушать детей. Не умеем мы их просто слушать. Я не говорю уже о том, чтобы там сделать какие-то выводы, прийти на помощь вовремя. Мы просто не умеем их молча слушать. А они умеют так здорово разворачивать мысль, они умеют так интересно рассказывать о своих впечатлениях, и поэтому с огромным просто удовольствием, когда приходило такое видео, мы его публиковали, причем я всегда старалась к такому видео сделать пояснение, чтобы родители поняли, в чем именно его ценность, в чем именно нужно помочь ребенку, ну как нужно учиться его слушать. Еще один, мы не могли, конечно, как и все, пропустить очень важный, очень существенный праздник 9 мая. В этом году это огромная дата, очень важная дата. Но, знаете, мы же понимаем, что мы все работаем в детском саду, да? И для нас, для всех важно не чтобы ребенок чувствовал значимость этой даты для всей страны, для всех людей, а чтобы он чувствовал значимость этой даты для себя лично, для своей семьи. Ведь именно тогда он сможет передать вот эти знания, вот это отношение к этой дате на протяжении всей своей жизни людям, которые будут его окружать, и собственным детям. Потому что мы все дальше и дальше уходим от тех лет, и не всем они настолько близки, а хотелось бы, чтобы об этом, естественно, не забывали. И просто это необходимо для нас, для будущих поколений, знать о себе, о своей семье. И вот тогда мы решили создать книгу памяти, свою собственную книгу памяти, в которой бы родители, дети, педагоги, неважно кто, смогли бы рассказать о своих близких, которые пережили эти годы, о том, что вызывает эта дата, эта память у них в душе. Вы знаете, когда мы это начали, а мы начали еще в апреле это все, мы находили сайты, отправляли ссылочки, где можно познакомиться с судьбой своих родителей, узнать боевой путь своей там бабушки, своего дедушки. Я лично описала свою историю, когда мне удалось пройти со своим дедом весь путь от Брянска до Калининграда, до Кингисеппа. Я в каждой точке побывала, есть уникальные сайты, которые мне помогли в этом, и пошли ответы. Очень трепетные ответы, очень важные рассказы, очень такие теплые видео. И были несколько уникальных просто постов, которые пришли только 9-10 мая, в которых родители писали о том, что они узнали о том, что их там бабушка, прадедушка, оказывается, были героями. Оказывается, у них в семье есть то, что нужно нести дальше, что нужно передавать следующим поколениям. У нас были замечательные, уникальные фотографии, на которых маленькие дети играют, или рассматривают, или играют, так же, как я в детстве, играют медалями своих прапрадедов. У нас есть фотографии, на которых есть дети, рассматривающие старые, пожелтевшие фото 30-х, 40-х годов. То есть благодаря этой дате дети смогли приблизиться к истории своей семьи.
Таким образом, они, конечно, приблизятся к истории целой страны. Ведь самое важное – чувствовать в себе необходимость эту, для того, чтобы донести ее потом дальше. Конечно, мы участвовали во всех флешмобах, и «Окна Победы», и «Фонарики Победы». Но, кроме всего прочего, многие родители почувствовали необходимость рассказать о своих чувствах. Вот как они рассказывали о своих чувствах? Ну, так, чтобы это было приемлемо, многие нашли выход и записали для наших детей. Нет, скорее даже я не скажу для детей. Мы говорили, что для детей, но это, наверное, для взрослых, потому что нам самим это было нужно. Стихи о войне. 40-х. Там насмерть дрались за свободу. За то, чтоб не было невзгоды, за то, чтоб не было войны. На минах танки подрывались, солдаты насмерть там сражались, и 18 лет свои за нас отдали жизнь они. То, что случилось, не забудем. И до конца мы помнить будем. Работает тот 40-й. Сказать, что нет, мы не профессионалы, мы не умеем читать красивые стихи. Да в этом случае это и нет необходимости в этом. Главное было просто донести свои чувства, свои эмоции, понять, что они нужны, что они приняты другим, и дать понять, насколько важно это для вас лично. Все это время и по сегодняшний день в нашей официальной группе ВКонтакте действует постоянная такая вот акция «Вечерняя рефлексия». Я понимаю, что родители очень часто задают одни и те же вопросы, затрагивают одни и те же проблемы. И вот из тех писем, которые они мне писали, из тех обращений, которые были присланы мне на электронную почту, у них есть возможность обратиться напрямую ко мне через мою страничку. Из тех наших разговоров, которые были по телефону, я выбирала наиболее такие важные темы на тот момент и писала небольшое такое эссе, небольшую статью. Где-то может быть рассуждение, где-то может быть рекомендации, в ответ на которые родители присылали свои мнения по этому поводу. Педагоги участвовали в этих обсуждениях. И вот эта вот ежевечерняя рефлексия, она стала традицией и работает по сегодняшний день, потому что не всегда у родителей есть возможность прийти ко мне, да, или прийти там к педагогу и задать вопрос лично. Я хочу сказать, что очень многие вопросы поступали относительно анонимно, да. Ну, то есть мы же все люди разные. Мы же понимаем, что есть публичные, есть непубличные. Кто-то может лично задать вопрос, а кто-то постесняется, но как-то же нужно помочь человеку с этим совсем разобраться. Вечерняя рефлексия работает у нас по сегодняшний день, и каждый день в 8:30 родители могут зайти на страничку ВКонтакте и порассуждать, почитать, посмотреть ту тему, которая сегодня, может быть, вчера, в эти дни очень актуальна. Естественно, поскольку наше общение было таким полным, насыщенным, нам очень хотелось, чтобы родители, как и дети, почувствовали удовлетворение от всего этого и поняли, насколько мы их ценим, потому что в эти дни это тоже было важно, поэтому, естественно, мы их благодарили. Мы на страничке ВКонтакте опубликовали благодарности для родителей, которые они могли скачать, распечатать, если они этого хотят. Вы не представляете, как они были благодарны. На самом деле это очень важно, потому что мы все взрослые, это выросшие дети. И мы все хотим, чтобы нас признавали, чтобы нас любили, чтобы нас ценили. Поэтому мы тоже своих родителей любим и ценим, и всячески даем им это понять. Знаете, что еще отрадно? Вот сейчас на слайде фотография, на которой изображен мальчик. Эта фотография и описание, пост пришел к нам из Пскова.
Вообще, просто, знаете, я нашла первую фотографию, которая попалась мне ВКонтакте, а таких фотографий было очень много. Отрадно, что наша работа, что то, что мы делали вместе с родителями, вместе с педагогами, пригодилось не только нам, было важно не только для нас, но и для некоторых родителей и педагогов, которые, ну, вот, не ходят к нам в детский сад, а находятся далеко-далеко от нас. У нас были публикации из Санкт-Петербурга, вот из Пскова, были публикации из-под Иванова, и еще несколько таких вот публикаций, которые для нас очень ценны, и мы благодарны людям за то, что они ну, оценили нас таким образом и прожили эти дни вместе с нами. Я хочу сказать, что и по сей день наша страничка группы ВКонтакте очень активна. Почему? Потому что сами знаете, что несмотря на то, что режим самоизоляции и ограничительных мер закончился, мы с вами живем, тем не менее, тоже сейчас как на пороховой бочке. Родители в детский сад сейчас так свободно прийти не могут, а им очень хочется знать, чем же живут их дети. Поэтому ежедневно, ну, может быть, не ежедневно, а через день мы публикуем видео, фото с занятий, с игр детей, с какие-то забавные ситуации, какие-то их достижения. То есть каждый родитель, заходя на страничку ВКонтакте, может увидеть своего ребенка, и они очень рады и благодарны тому, что мы ценим их внимание. Потому что, я повторюсь еще раз, каждый человек хочет быть оцененным, хочет участвовать в активной жизни и хочет быть заметным. Вот таким образом мы жили все эти дни, таким образом мы живем сейчас. И я думаю, что наш опыт, он пригодится и вам, и нам в будущем, потому что никто не знает, что потребуется от нас завтра и послезавтра. Спасибо за внимание. Спасибо, дорогая Елена Сергеевна. Ну, пока у нас наши слушатели думают, возможно, какие-то вопросы есть, о чем-то хотите подробнее спросить у Елены Сергеевны, пока она с нами. Я, конечно, с удовольствием еще раз все послушала, потому что такой, знаете, вот обратный отчет времени произошел в весну 2020 года, когда все только это начиналось, все настолько было интересно, настолько было, знаете, вот как-то очень душу греюще. Поэтому спасибо вам огромное. У меня, знаете, какой вопрос, Елена Сергеевна? Вот эти замечательные акции, замечательные флешмобы, замечательные инициативы родителей, да, про которые вы рассказывали, вот что-то сейчас, я понимаю, мало еще времени прошло, там всего 15 дней, вот когда детские сады вроде у нас открылись, но какая-то акция сейчас продолжается, что-то, вот, может быть, «Звездная кухня», там пополняются рецепты, вот немножко об этом. Есть ли какое-то сейчас продолжение? Нет, вы знаете, вот те хэштеги, которые были, наверное, только вечный двигатель. «Звездная кухня» у нас была, июнь-июль у нас присылали детки из отпуска от бабушек, с дедушек, они просто хотели, ну, соскучились, они хотели, чтобы мы их увидели, вот. А вот «Вечный двигатель» – это постоянно действующий хэштег. Мы активны, и мы хотим, чтобы нас видели, чтобы нас ценили. Хорошо, да, я поняла. Спасибо вам большое, Елена Сергеевна. И, конечно, хочется пожелать, и вообще, наверное, сначала давайте акцент маленький я сделаю для наших слушателей. Вот наши детские сады, инновационные площадки, вот и в период пандемии, я думаю, что Елена Сергеевна тоже подтвердит, и потом вот какой урок, наверное, мы вынесли, что все-таки родители всех детей, дети все детского сада и педагоги всего детского сада – это одна большая семья. То есть если раньше у нас была воспитатель, группа, родители, да, этой группы где-то в детских садах, и все так камерно существовали, то вот этот опыт нам дал то, что не может быть других детей, других родителей, да, то есть они все как вот одно целое, единое, это, я даже не знаю, как одна большая семья детского сада номер 12 города Усинска, да, Елена Сергеевна? Абсолютно верно.
Елена Сергеевна, ну я надеюсь, что вы будете до конца с нами, потому что, может быть, еще какие-то вопросы, комментарии, потому что я понимаю, те педагоги, которые с нами не были на весенних встречах, а их здесь большинство, которые нас сейчас слушают, может быть, что-то еще, ну, как-то отнесутся к этому, продумают, вопросы появятся позже, поэтому будем вам благодарны, если вы будете с нами до конца. Вот смотрите, там что-то пока пишут, если... И, соответственно, Елена Сергеевна, благодарим вас и в лице вашем команду вашего детского сада. Ну и вас лично я от всего сердца благодарю, потому что без вас бы точно, наверное, не было всего того, о чем вот мы сейчас с вами говорим. Да? И поэтому мы вместе с вами передаем эстафету дальше. Да, Елена Сергеевна? Мы передаем эстафету тоже в город Устинск, только немножко в другой детский сад. Мы передаем эстафету в детский сад номер 20 города Усинск. Это тоже федеральная инновационная площадка, тоже наши коллеги, Наталья Васильевна Варкалова, тоже очень-очень рада Наталья Васильевна видеть. И вот знаете, коллеги, которые нас сейчас слушают, вы не удивляйтесь, потому что мы общаемся очень много. Мы общаемся в формате офлайн, онлайн, да, но видим вот так друг друга только на таких личных, как бы, прошу прощения, личных, профессиональных наших встречах. Поэтому, Наталья Васильевна, очень рады видеть и знаем, что где-то рядышком с вами ваша команда поддержки, там руководитель детского сада, другие ваши педагоги. Поэтому, пожалуйста, можете загружать тоже свою презентацию, и мы вам предоставляем слово. Для всех остальных я хочу представить Наталья Васильевна Баркалова, это старший воспитатель детского сада номер 20 города Усинска, и, соответственно, такой тоже идейный, самый, наверное, главный, один из самых главных вдохновителей творческой группы педагогов, которая работает в этом детском саду. Поэтому, дорогая Наталья Васильевна, пожалуйста, начинайте, и следующий ваш интересный такой опыт взаимодействия с родителями вы, соответственно, представьте. Вы знаете, вот я буквально сегодня еще готовилась к нашей встрече, просматривала нашу ленту в нашей официальной группе инновационных площадок, и вы знаете, вот все то тепло, которое вы закладывали, родители ваши закладывали в создании роликов, в создании мотивационных таких, я не знаю, как это назвать, да, контентов, это, конечно, дорогого стоит, поэтому, пожалуйста. Спасибо большое, Татьяна Валерьяновна. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы хотим с вами поделиться теми идеями, которые прошли у нас по взаимодействию с нашими родителями в онлайн-режиме. Ну и, конечно же, что первое мы хотим на чем остановиться, когда произошла вся эта ситуация с самоизоляцией, да, мы первое, что сделали, это создали интересные мини-сообщества и, конечно же, активизировали работу на официальных группах наших ВКонтакте, активизировали, более активно стали работать на сайте детского сада, организовали группу в Фейсбуке. Эти группы все позволили нам полноценно общаться с родителями по интересующимся им вопросам, посвящать их какие-то актуальные новости детского сада, принимать активное участие в онлайн-мероприятиях, оказывать им всевозможную методическую и психологическую помощь. Вот тем самым мы старались сохранять высокую активность родителей в непрерывном образовательном процессе. Хотим сказать, что вот идею онлайн и офлайн общения поддержали все с большим интересом. Я имею в виду, это и наши педагоги замечательные, и родители, и, конечно же, наши воспитанники. Вот такой тандем общения был равноценен со всех сторон, и со стороны родителей, и со стороны педагогов. Идеи поступали от всех участников образовательных отношений, и, конечно же, ни одна из них не осталась без внимания. В ходе нашего дальнейшего вот с вами общения мы озвучим наши реализованные идеи. Конечно же, наше педагогическое сообщество разнообразно. Это и специалисты, и воспитатели, и педагоги дополнительного образования. И вот все они с учетом своей направленности реализовывали в онлайн-режиме различные педагогические проекты, праздники, мастер-классы, кулинарные батлы, родительские встречи, о которых вот сейчас и пойдет речь.
Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать о нашем замечательном учителе-логопеде, это Домарковой Натальи Владимировны. Вот в тот период самоизоляции наши педагоги, я уже сказала, что активно подключились, и Наталья Владимировна запустила необычную серию видеоуроков с применением музыкальных инструментов, которая вот позволила нашим родителям в более интересной форме автоматизировать звуки, закреплять их в речи ребенка. Наталья Владимировна записывала видеоролики с различными логопедическими распевками, песенками, которые потом дети с родителями просматривали и выполняли задания. В рамках таких вот мероприятий мы получали положительные отклики от наших родителей и детей. И до сих пор дети, уже вернувшись в обычный ритм жизни, до сих пор поют эти песенки и с удовольствием делятся ими, вот, устраивая небольшие концертные мероприятия, скажем так, в группах. И вот сейчас небольшое видео мы хотим вам показать из серии Натальи Владимировны видеоуроков. Добрый день, уважаемые родители! Сегодня я хочу познакомить вас, как можно автоматизировать в речи ребенка новый звук. Звук, который ребенок произносит правильно, четко и красиво. Для этого существуют различные способы. Можно произносить цепочки слогов, различные стихотворения. В моем случае это будет успех. Если вы не позвали своих ребят сейчас к экранам, то это можно сделать. Ой, кто же это шуршит? Кто-то пришел к нам в гости. Кто же это? Смотрите, к нам пришла мышка Нюша. Здравствуй, Нюша. Здравствуй, ребята. Здравствуйте, ребята. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, я тихонечко шу-шу. Шу-шу-шу, Шу-шу-шу, я тихонечко Нюша, до чего хороша. До чего хороша. Угостим нашу Нюшу вкусной кашей. кашей. Кушай кашу, Кушай Нюша. кашу, Нюша. Так, Вот так. так. Вот так. Ох и каша. Ша-ша-ша, ша-ша-ша, очень каша хороша. Ша-ша-ша, ша-ша-ша, очень каша хороша. Поела кашу наша Нюша. Сказала всем нам спасибо. И хочет уже отправляться к своим друзьям. Друзья. Вот такие вот замечательные серии видеоуроков Наталья Владимировна отправляла, и они были всегда в постоянной доступности на наших интернет-ресурсах. А также Наталья Владимировна записывала специальные коррекционные упражнения для формирования звуковой культуры речи, речевого дыхания. Они были представлены в доступной для родителей и детей форме, что позволило им самим стать, знаете, на время такими домашними логопедами.
Педагог-психолог Мария Александровна свою работу начала с такого небольшого блиц-опроса, который создала на Google Forms, такая специальная платформа, где родители предлагали свои вопросы, идеи, предложения. Мария Александровна потом их все обрабатывала, их запросы, идеи, и они их, конечно же, реализовывали. Также Мария Сергеевна Александровна создала свою рубрику «Сундучок идей», на основе которых родились интересные мероприятия, такие как прогулки на балконе, где дети присылали свои видеоролики, записанные родителями, как интересно они проводят время вот в период самоизоляции, как они гуляют на балконах, чем они там занимаются, в какие игры играют, как они рисуют на окнах и всевозможные разные развлечения. Дальше игры на развитие мелкой моторики, записывала видеоролики, как можно малышам играть с манкою, сказки на ночь, читаем всей семьей, счастливы вместе. Также, конечно, в нашей группе ВКонтакте на сайте образовательной организации Мария Александровна размещала советы родителям, чем занять ребенка дома, как весело провести время, необычные игры и многое-многое другое. Вот вы знаете, такое взаимодействие не оставило родителей одних, помогло им психологически настроиться на совместное времяпрепровождение в необычных сложившихся условиях самоизоляции. Наш музыкальный руководитель Калинкова Елена Алексеевна запустила необычный флешмоб «Споем вместе». Прежде всего хочу рассказать предисловие, то есть были предложены детские песни, за них голосовали сами дети, вместе с родителями выбрали понравившуюся песню, и затем, когда уже определились с ней, было предложено каждому ребенку вместе с мамой или вместе с папой спеть 2 строчки, допустим, из песни, и поет одна семья, 2 строчки поет другая, передает эстафетную палочку, и затем мы монтировали видеоролик, который размещали потом в интернет-ресурсах. Записанные аудиозаписи и видеоролики «Колыбельная на ночь», которые исполняли наши педагоги, и иногда исполняли наши родители, присылали такие видеоролики. Мы рассылали в группах для педагогов, которые созданы в WhatsApp и Viber, и они уже делились этими видеороликами со своими родителями, и вот такие видео настраивали детей на прекрасные и радужные сны. Также через созданные группы Елена Алексеевна отправляла ссылки на интересные и познавательные интернет-ресурсы с различными детскими музыкальными мюзиклами, музыкальными спектаклями, песнями и танцами. То есть родители постоянно чувствовали поддержку нашего музыкального руководителя. Наш замечательный инструктор по физической культуре открыла еженедельную рубрику «От детей». В этой рубрике принимали участие сами наши воспитанники. Они записывали различные видеоролики с энергичной зарядкой, аэробикой, потому что у них остались еще в памяти, знаете, те идеи, те воспоминания, когда они ходили на кружки, кто-то ходил на танцы, кто-то ходил на спортивные какие-то кружки. И вот тем самым они вспоминали свои движения, записывали видеоролики и присылали нам, как интересно можно сделать ту или иную разминку. Также Диля Хамитовна сама записывала и мастер-классы для родителей по профилактике плоскостопия, дыхательной гимнастики, детской аэробики. Также была серия запущена «Веселая зарядка». Она пользовалась большим спросом, потому что в условиях самоизоляции стал ощущаться дефицит двигательной активности детей. Также Диля Хамитовна предложила минуты йоги, стрейчинг для мам, которые помогали нашим мамочкам и отдохнуть от домашней суеты. А мастер-класс на зарядку «Становись» давал возможность для всех членов семьи выбрать подходящий комплекс утренней гимнастики. Вот вы видите на слайде это те мероприятия, которые проходили, да, и ссылки на группу ВКонтакте, на официальный сайт нашего детского сада, где есть специальный раздел. Пропало, к сожалению.
Мгм. Где есть специальный раздел, где у нас находятся все видеоматериалы. Конечно, у нас есть педагоги дополнительного образования, которые тоже не остались в стороне и проводили интересные и познавательные онлайн-встречи со своими воспитанниками, на которых они изучали азы игры в шахматы и в шашки. Ну, кто-то изучал, кто-то вспоминал, кто-то закреплял, мастерили интересные поделки, рисовали нетрадиционными техниками, разучивали движения танцев, принимали участие в онлайн-тренировках. Если рассказать немножко более подробно об этом, да, онлайн-тренировки записывались и были всегда доступны по ссылке. Ссылка эта отправлялась нашим родителям в группе, то есть они в любое время могли пройти по ней и воспользоваться, посмотреть и принять участие в этом мероприятии. Наши педагоги активно поддерживали вот в период самоизоляции всех своих воспитанников. Конечно же, и старались не давать им скучать. И каждый день придумывали совместно и с родителями, и сами, и дети подсказывали всевозможные мероприятия. Например, у нас было такое мероприятие, это «Устами младенца», когда дети рассказывали о профессиях своих родителей, а остальные дети должны были угадать, о какой профессии идет речь. А свои ответы они присылали нам либо в рисунках фотографии, либо писали воспитателям, ну, конечно же, родители, ответы своих детей. Увлекательные видеокруизы с применением специальных интернет-платформ помогали ребятам окунуться в волшебный мир океанариума, зоопарка, планетария, заповедников не только нашей страны, но и всего мира. Тематические дни в рамках событийного календаря, такие как Международный день спички, День рок-н-ролла и другие, позволяли ребятам более подробно узнать о разных явлениях и предметах. А вот еще одно интересное мероприятие, которое прошло у нас вместе с родителями, это бенефис читающей семьи. Оно показало один из вариантов, как за чашкой ароматного чая, можно рассказывать любимые сказки, читать интересные книги. Также прошло у нас заседание родительского клуба «Вкусные истории». В творческой, интересной обстановке родители и дети творили над любимыми кулинарными шедеврами, а затем делились блюдами в виде созданных фотоколлажей, видеороликов, фотографий и видеозарисовок. Конечно же, мы не остались в стороне и в рамках такого замечательного праздника, как 9 мая и празднование 75-летия Великой Отечественной войны, и мы запустили флешмоб «Бессмертный полк». В этом флешмобе приняли участие огромное количество наших воспитанников, и к этому флешмобу присоединились и наши коллеги из нашего города. А также мы принимали активное участие в акции «Окна Победы», и рисовали рисунки на военную тематику, читали стихи, пели военные песни. То есть очень творчески подошли к этому мероприятию. Для наших любимых, замечательных, самых дорогих мам мы запустили эстафету «Салон красоты». Эта эстафета, знаете, прошла очень интересно, было столько интересных фотографий, видеозарисовок, где мамочки делились своими интересными секретами, как в домашних условиях выглядеть на 100%. Ну и отдельно, конечно же, хочется сказать о том, что очень важно иметь команду единомышленников. И в период самоизоляции мы, конечно же, не могли не поддержать и наших самых творческих педагогов. Для того, чтобы воодушевить их, поддержать их интерес на воплощение творческих идей, раскрыть их потенциал. Вот наш педагог-психолог проводила в онлайн-режиме консультирования, тренинговые занятия, мастерские благополучия, часы общения. Вы знаете, это вот такие вот небольшие
онлайн-мероприятия помогли почувствовать нашим педагогам, что они не одни, ощутить свою значимость, опереться на плечо соратника, найти пути решения для реализации творческих идей. Конечно же, доброй традицией за это время стало такое, знаете, мероприятие, как передавать приветы хорошего настроения. Ежедневно в нашей созданной группе, которая называется «Педагоги детского сада «Журавлик», размещались открытки с добрыми, теплыми приветственными словами, пожелания доброго утра, всевозможными шуточными гороскопами, которые поднимали настроение нашим педагогам на весь день. В дни самоизоляции, с соблюдением, конечно же, всех норм данного режима, мы старались уделить особое внимание нашим педагогам-стажистам, так скажем, старожилам нашего детского сада. Мы посещали их на дому, передавали им приветы из воздушных шаров, пироги от клуба любителей вкусной выпечки. И вы знаете, очень рады они были таким встречам, ну и оставили у них незабываемые впечатления. До сих пор вспоминаем, смеемся и шутим по этой теме. Конечно же, так называемые письма счастья со словами поддержки отправлялись молодым нашим педагогам, ведь очень важно им было в этот сложный период не утратить интерес к своей профессии, почувствовать поддержку коллектива, что они не одни, что мы все вместе, что мы их поддерживаем, что мы помним о них, что мы все вместе. Также у нас проходили в онлайн-режиме и сближали нас по интересам это дни кулинарии. Мы общались, готовили, делились рецептами, просто шутили и общались в эти моменты. Вот пролистывая ту презентацию, которая проходила у нас в период самоизоляции, больше всего, наверное, и всем запомнились это наши творческие вечера, которые проходили у нас вот по субботам в теплой домашней обстановке, под звуки гитары. Вы знаете, они были просто незабываемы. Они помогали нам как-то отвлечься от всей этой домашней суеты, расслабиться, восстановить свой внутренний баланс. Проходили они в онлайн-режиме, то есть на выбранной обговоренной платформе мы встречались в определенное время и пели веселые песни под гитару. Такие вот встречи дублировали наше живое общение, которое было ранее в детском саду в ходе различных мероприятий для педагогов. Видеоролики с энергичной зарядкой, записанные и отправленные нашим воспитателям и инструкторам по физической культуре, были в открытом доступе по ссылке. И наши педагоги вот с удовольствием выполняли эти физические упражнения, что дарило им бодрость и активность на весь предстоящий день. Такие занятия вот служили своеобразным толчком для наших педагогов к соблюдению рабочего режима, чтобы не выбиться из всей этой колеи, помогали им раскрыть внутренние резервы своего организма. Еще у нас был открыт киндер-клуб, который открылся не случайно, так как у многих педагогов есть свои дети, внуки, с которыми они живут, и они тоже требовали к себе много внимания. И вот чтобы дать время педагогу на поиски каких-то интересных идей, подготовиться к мероприятиям, трансляции интересных задумок, мы дистанционно занимали их детей. Рисовали с ними вместе, лепили, читали, пели, танцевали и просто общались. Хочется сказать, что вот родители также имели доступ ко всем этим видеоматериалам, предназначенных для педагогов, и наравне с нами активно принимали участие во всех этих мероприятиях. Также делали веселую зарядку, также участвовали в салоне красоты, пекли пироги, пели песни, то есть проживали ту жизнь, что проживали и наши педагоги. Уважаемые коллеги, вот я рассказала вам о той работе, которая проводилась в нашем детском саду в онлайн-режиме. Мы рады, что задуманные интересные идеи детей, родителей и педагогов воплощались и воплощаются с большим интересом. Эти формы общения доступны и просты в использовании. Я думаю, что
прослушав мое выступление и выделив для себя какую-то форму работы, вы сможете с легкостью ее применять и в своей практике. Все формы работ, применяемые в онлайн-режиме, у нас существуют, ну и существовали и существуют, конечно же, и в офлайн-режиме. И вот по настоящее время уже, когда детки вышли уже... и детский сад функционирует, как и прежде, мы продолжаем принимать участие во всевозможных акциях, флешмобах и хэштегах, которые присылают, и мы запускаем. То есть мы продолжаем ту же активную работу, что и была в период самоизоляции. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Давайте мы обратимся вместе с вами к нашим слушателям. Да? Уважаемые коллеги, какая из форм вас больше всего заинтересовала? Вы просто напишите в чате. Например, что вам показалось наиболее интересным, о чем бы вы хотели более подробно услышать от Натальи Васильевны. Например, я прям себе конспектировала, хотя я вроде с коллегами общаюсь и слушаюсь, там, бенефис «Читающая семья», да? Например, там, клуб «Вкусные истории». То есть вы вот напишите в чате, пожалуйста, что вам интересно. Наталья Васильевна, она с удовольствием об этом расскажет. Пока вы пишете, немножечко хотелось бы прокомментировать. Для всех остальных коллеги у нас, они очень скромные, поэтому, конечно, для них, может быть, это кажется как нечто такое, как сказать, незначимое, но мне бы хотелось очень подчеркнуть. Пожалуйста, уважаемые слушатели наши, обратите внимание на тот слайд, который у вас сейчас перед глазами. И вот те фотографии, которые вы видите, это, сейчас мы попросим Наталью Васильевну все-таки прокомментировать, да, что это у нас за фотографии, но я бы хотела пока в преддверии того, что скажет Наталья Васильевна, сказать, что, наверное, вот дороже тех слов, которые вы сейчас видите, а они буквально там несколько слов «спасибо, что вы с нами», ну, наверное, вот в тот период не было ничего. Поэтому, Наталья Васильевна, просто прокомментируйте, пожалуйста, что это за фотографии. Эти фотографии прислали наши родители, когда появилась вот такая, знаете, интересный хэштег по всей стране, пошли, когда выражались слова благодарности, и неожиданно вот такие слова благодарности от наших родителей вот в виде такого фотоколлажа пришло на почту нашего детского сада. Мы, конечно, были очень удивлены и рады, что вот наши родители прислали нам вот такой вот фотоколлаж, выразив нам слова благодарности. Потом стали появляться в ответ, мы отправили от наших педагогов тоже слова благодарности, что и они тоже вместе с нами и поддерживают нас в эти минуты. Затем стали воспитанники присылать уже такие же слова благодарности. То есть вот такой привет получился от наших родителей, совместно и от нас, и от детей. То есть это получается, еще раз давайте как бы уточним, да, это получается каждый родитель, находясь у себя дома, они договаривались, кто какую букву будет писать, да? Это получилось так, что прислали родители, допустим, старшей группы, они договорились и прислали вот такой фотоколлаж. Между собой договорились, кто с какой буквой будет фотографироваться, потом, но когда мы потом уже выяснили, как это все происходило, потому что нам было интересно, да, та мамочка, которая сделала итоговый этот фотоколлаж, она нам, конечно, все это рассказала, как это было. То есть они обговорили, кто с какой буквой фотографируется, кому присылают, кто делает окончательный фотоколлаж, а уже потом отправляет нам на почту детского сада. А фотоколлаж от благодарности от воспитателей кто делал? Я. Понятно, хорошо, спасибо. Наталья Васильевна, там вопросик поступил, поподробнее рассказать, вот насколько мне позволяет микрофончик здесь нас о салоне красоты. Вы знаете, вот такой салон красоты мы предложили нашим... Сначала такой салон красоты мы предложили провести с нашими педагогами. То есть все равно, находясь дома, да, у каждого есть какие-то свои секретики, уже там не говоря о какой-то дорогой косметике, а вот как именно в домашних условиях, применяя какие-то простые... средства, да, можно вот наносить маски, делать какие-то, не знаю,
процедуры для того, чтобы всегда оставаться молодой и красивой. Вот, потому что это для женщин это немаловажно, мы считаем. И вот девочки, наши педагоги сначала поделились своими такими вот рецептами. Они присылали, как они процедуру, видеоролики, заснимали это, как, зачем, в какой последовательности, с какими пропорциями это изготавливается, какие продукты для этого нужны. И потом окончательный результат, когда уже наносили эту маску, вот какие они такие красивые. Затем наши воспитатели, мы это размещали все в группе ВКонтакте, а родители заинтересовались этим, и мы решили предложить и нашим родителям тоже принять участие в таком салоне красоты. А еще, помимо родителей, наши детки приняли участие в этом салоне красоты, и у нас даже есть группа, размещенная информация ВКонтакте, где они уже присылали, как они наряжаются, как они красятся, как мамочки им делают всевозможные прически. То есть много-много-много поступило видеозарисовок на эту тему. Вот, уважаемые коллеги, может быть, сейчас еще у кого-то какие-то вопросы возникают. Здесь просто хотелось бы подчеркнуть, что вот те идеи, которые рождались, они рождались очень иногда спонтанно, да, и самое ценное, что вот сейчас современное время, оно с нас как бы требует, надо все сделать сразу. То есть вот идея есть, мы ее воплощаем. Кто идею выдвинул, пожалуйста, тот может либо быть инициатором, да, либо воплотителем. Поэтому вот мне что нравится очень в наших инновационных площадках, быстро задумали, быстро придумали, быстро сделали, потому что век очень такой скоротечный. Вот. Еще посмотрите, вот здесь еще есть какое-то предложение, Наталья Васильевна, вы видите, да? Да. Чат. Распевки с балалайкой? Ну, это просто ей понравилось. Ну, распевка, это Наталья Владимировна, она сидит здесь рядом со мной, конечно, она готова хоть сейчас прям спеть с этой балалайкой. Да, конечно же, это очень здорово, дети очень любят это. И вот сейчас, и когда вот в обычной, привычной жизни мы жили, конечно же, без балалайки у нас не обходится ни одно мероприятие. Наталья Владимировна уже с ней постоянно заходит в группы и поют, и играют, то есть используют вовсю. Хорошо, Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, вы вот в первой части своего такого, ну, как бы презентации вы говорили о том, что делали специалисты. То есть Наталья Владимировна записывала ролики, там, ваш инструктор по физкультуре, музыкант, психолог, молодец, да? А они сейчас вот как бы продолжают это делать для родителей? Вот домашняя школа логопеда работает? Или... Нет, работает, конечно же. Те детки, которые ходят в детский сад, конечно, они с ними занимаются офлайн, то есть у них идут обычные занятия, как и по их направлению. А вот те дети, которые не посещают детский сад, конечно, они для них пытаются записывать всевозможные видеоролики. И эти видеоролики мы размещаем на сайте нашего детского сада. То есть они всегда в доступности, да, и те родители, которые на данный период по какой-либо причине находятся дома, конечно, они всегда могут открыть сайт нашего детского сада и там включить любой видеоролик и воспользоваться им, попеть, потанцевать, поиграть в всевозможные игры. Замечательно. И еще, вы знаете, очень здесь интересно затронули такой блок, связанный с работой с коллективом. Да? Вот вы сказали, что у вас были там приветы хорошего настроения и так далее, и так далее. Вот очень интересные такие вещи. Я хотела уточнить для себя, потому что мне это тоже очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот, например, поддержка педагогов, которые, ну, длительное время уже отработали в детском саду, то здесь как бы родители, они принимали участие в этом или только все-таки педагогический коллектив принимал участие? Нет, ну, конечно же, вот у каждой своей группы есть созданная группа, то есть у каждой, вот, допустим, старшая группа номер 9, скажем так, да, воспитатель там, ну, Такун Наталья Степановна. Конечно же, у каждой группы создана своя группа, и где и педагог с родителями, я имею в виду, да, то есть туда включены все родители детского группы этой 9. Конечно же, Наталья Степановна также общается со своими родителями, не только пишет какие-то новости, отправляет интересные мероприятия, отправляет интересные ссылки, отправляет интересные какие-то пожелания. И также, в свою очередь, и родители поддерживали своих воспитателей, тоже отправляли всевозможные, какие-то интересные штучки. Понятно, понятно. А вот эти творческие вечера, то есть вы сказали, что вы вечера, это вообще безумно, конечно, да.
А родители там как-то включались или У только нас, всё- вы знаете, мы обговаривали, Татьяна Валерьяновна, у нас была, на какой платформе есть доступ. Я так понимаю, у всех родителей есть доступ и к скайпу, и к платформе Zoom, да, на которой есть определенное время, то есть так как у них есть школьники. И вот на таких платформах мы скидывали ссылку, чтобы они могли по ней выходить и принимать участие, тоже петь вместе с нами эти замечательные песни. Здорово, здорово. Хорошо. И вот, конечно, та идея, которая у вас, о которой вы сказали последняя, она замечательная идея. То есть идея это заключается в чем, да, что все педагоги, они очень заняты бывают, и вы сказали, что вы занимали Да, дистанционно да. в формате онлайн. Вот я хотела спросить, а сейчас как это? Ну, Сейчас. сейчас все педагоги вышли как бы у нас, и детки пошли в детский сад, как бы пока такой востребованности нету. Но если вдруг понадобится, конечно же, мы всегда готовы подставить свое плечо, готовы выйти, готовы занять их. Мы еще, знаете, что планируем, Татьяна Валерьяновна, если дальше все продолжится, мы еще планируем проводить такие, знаете, воскресные встречи, может быть, выходные, как-то веселые выходные или выходные в дружеской компании. Это может быть выходить на природу, с семьями, с педагогами, с детьми, родителей подключать сюда. То есть интересно проводить время не только вот среди недели, но еще как-то выходные проводить весело, вместе интересно. В формате онлайн? Ну, пока не в формате онлайн, в формате офлайн. Понятно. Да. И смотрите, замечательно, хорошо, пусть все ваши идеи, они воплощаются, потому что они нужны, вы это прекрасно знаете, да, вы это чувствуете для родителей, для педагогов, для детей, как бы это вы уже, в этом у вас сомнений нет никаких, и все замечательно. Я еще хотела маленький такой момент спросить, уточнить, но пока вот говорила, знаете, мысль улетела, честно говоря, поэтому, если вспомню, обязательно скажу, либо напишу, хорошо, Наталья Хорошо, Васильевна? хорошо. Мы, естественно, опять же, в вашем лице благодарим всю команду детского сада за тот опыт, который вы прожили. И просто, знаете, вот мне что очень приятно, вот все, что происходило у нас внутри детских садов, и когда там жизнь кипела, и когда друг друга люди поддерживали, когда мы перешли в онлайн-формат, это просто все перенеслось в онлайн-формат. И ровно точно так же люди поддерживали друг друга, они были вместе, потому что, ну, иначе нельзя. Где, к сожалению, вот такой вот, ну, на момент офлайна не было поддержки, и в онлайне это невозможно. Поэтому, уважаемые слушатели, имейте, пожалуйста, в виду, что, и мне хотелось бы лишний раз подчеркнуть, что работа с родителями – это не только в проведении каких-то родительских собраний, да, каких-то встреч один раз там в неделю, один раз в месяц в формате онлайн. Это не только там какое-то общение, возможно, ежедневное с родителями, но это очень большое, колоссальное количество мероприятий, хотите их формами называйте, хотите их хоть как называйте, которые можно проводить и нужно, и тогда только вы сможете, наверное, заслужить и оправдать доверие родителей, тех детей, которые ходят к вам. То есть вот эти вот тонкие ниточки, о которых Наталья Васильевна говорила, Елена Сергеевна говорила, доверие, поддержки, поощрение, да, наверное, вот это самое главное. А в какую уж форму вы это облечете, это уже как мы, как педагоги, должны очень хорошо понимать. Если у Елены Сергеевны говорила о флешмобе «Помаши ладошкой», да, где принимали участие и педагоги, и родители, и дети, потому что это очень тепло было. Наталья Васильевна, например, говорила о том, как они поддерживали друг друга разными блюдами вкусными, все. Там, ну, это очень интересно. Наталья Васильевна, а помните, вы еще, когда-то мы общались с вами, вы говорили о том, или напомните мне, по-моему, это сложилось, когда вы передавали, да, передавали вот всевозможные ваши вкусности и педагогам, и детям, просто вы передавали вот в тот очень такой непростой режим. Да, наши повара передавали и вкусные небольшие выпечки, и блюда из детского сада, мы их передавали друг другу, нашим воспитанникам. Да, да. Кстати, а как идея с тем, что очень много разных рецептов было записано, и сейчас меню детского сада? Да-да-да, мы, конечно же, мы тоже, как и наши коллеги, мы создали книгу с рецептами, где вместе с фотографиями все это будет прикладываться. Это же колоссальный опыт, это такие вот шкатулочка такая, которая всегда пригодится. Нет, я не об этом. Помните, мы тогда когда-то с вами беседовали о том, что дома столько разных интересных рецептов, и можно ли эти рецепты передать в детский сад, чтобы на основе них было создано детское меню? Да-да-да. Нет, у нас ежегодно проходит, мы учитываем мнение родителей, у нас проходит конкурс, когда родители вот предлагают эти блюда, и мы потом выбираем и включаем эти блюда в меню детского сада. Да, у нас такое есть.
Хорошо, ладно, все, спасибо, Наталья Васильевна, большое. Еще раз с огромным удовольствием послушала. Вот Галину Анатольевну вижу перед собой на экране, так что тоже большие слова благодарности. И я думаю, что мы еще много с вами мероприятий проведем. И пока немножко пользуясь случаем, да, и обращаюсь тоже к нашим коллегам, значит, у нас 12-й детский сад и 20-й детский сад, потому что они сейчас завершают свое выступление. Вот что их объединяет? Их объединяет инновационная деятельность, и они апробируют в своей деятельности новую образовательную программу «Вдохновение». Поэтому они у нас такие вдохновленные, такие интересующиеся, такие легкие очень на подъем, очень гибкие, очень мобильные, потому что иначе нельзя, когда ты работаешь в инновационном режиме. И просто, дорогие наши слушатели, сразу хочу анонсировать, 1 либо 2 октября мы будем проводить очень такую хорошую сессию интерактивную для детских садов города Иркутска, именно по программе «Вдохновение». Поэтому там, безусловно, будут участвовать и наши площадки, Наталья Васильевна, Елена Сергеевна, то есть 12-20 детский сад, ну, все наши вдохновенцы, но мы будем для Иркутска проводить эту сессию, поэтому мы уже, она абсолютно безвозмездная, то есть она для всех желающих. Поэтому, если будет у вас желание, пожалуйста, подключайтесь. Это именно информация для наших слушателей, ну и для тех коллег, которые еще пока планов наших не знают. Знаем мы их только в рамках сентября добрых дел. Вот это в рамках вот этой нашей акции будет проходить такая встреча. Поэтому, дорогая Наталья Васильевна, еще раз огромное спасибо. Мы с вами прощаемся. Ну, я имею в виду сейчас пока на данный момент. Если тоже вы будете с нами до конца, потому что к нам подтягиваются, я смотрю, наши площадки просто для того, чтобы даже послушать нас снова и снова. И мы передаем эстафету в город Ухта. До свидания. Да? Да. Пожалуйста, отключайтесь. И мы сейчас с вами, уважаемые коллеги, передаем эстафету в город Ухта. Ольга Владимировна Дрига. Да, Ольга Владимировна, очень рада вас видеть. Немножко камеру поправьте, пожалуйста. Камеру, чтобы мы вас целиком видели. Да. Спасибо вам большое. Тоже пока, уважаемые коллеги, я хотела бы начать представлять Ольгу Владимировну Дрига. Ольга Владимировна, вы тихонечко можете загружать, да, свою презентацию. Значит, это у нас город Ухта. Детский сад номер 69 города Ухта и замечательный старший воспитатель Ольга Владимировна Дрига. И этот детский сад у нас является федеральной инновационной площадкой по апробации программы для самых маленьких детей, для детей младенческого и раннего возраста. И поэтому, уважаемые наши коллеги, я думаю, что сейчас пойдет безумно интересный кусочек нашей с вами работы, потому что здесь все будет связано именно с детьми раннего возраста. А вы прекрасно понимаете, что дети раннего и дошкольного возраста, они отличаются, и малыш не может сидеть там даже 5 минут иногда, выполняя какие-то задания, которые ему через экран будет давать педагог. Поэтому вот как работали эти педагоги, какие они интересные формы онлайн взаимодействия с родителями, как сама Ольга Владимировна придумывала такие потрясающие вещи, о которых она сейчас вам скажет, я думаю, что пора передавать ей слово. Поэтому, Ольга Владимировна, что-то скажите, чтобы я понимала, что все в порядке со звуком. Здравствуйте. Хорошо. Немножко тогда, может быть, поближе, да, к экрану, но слышно вроде нормально, Ольга Владимировна. Да? Хорошо, я постараюсь говорить погромче. Ну, все. Собака ваш друг, вам помогает. Да. Значит, я хочу единственное сразу сказать, что моя презентация, она такой информационной нагрузки не несет. На ней размещены фотографии наших малышей, просто для поднятия вам настроения, потому что все свои выводы, решения я буду комментировать с помощью видео зарисовок. Итак, мы уже в течение прошлого года учебного реализовывали программу для детей раннего и младенческого возраста «Теремок». И поэтому, конечно же, речь пойдет у меня только о взаимодействии с родителями детей этого возраста. Работа с родителями – это одно из ведущих направлений в любом детском саду. Мы занимаемся ею всегда, прописываем и в годовом плане, и в наших образовательных программах. И все, я думаю, используем разнообразные технологии. Ну вот наступил март, и нас всех, так сказать, закрыли. И перед нами с воспитателями стал вопрос, что делать и как делать. Конечно же, я считаю, что в данном случае мне помог опыт участия в нашей группе на Фейсбуке «Теремок вдохновения STEM», куда вошли детские сады, инновационные площадки, ну и в том числе наш детский сад. И Татьяна Валерьяновна нам тогда еще
предложила снимать ролики с участием детей, воспитателей и выкладывать их в группе. Поэтому опыт съемки таких роликов у нас небольшой имелся. Послушав от предыдущих выступающих, конечно, там все потрясающие идеи, но согласитесь, очень многие из них для малышей, они не совсем приемлемы. Поэтому вся инициатива в данном случае исходила от нас, от педагогов. Мы предлагали темы занятий, старались реализовать вот эту программу «Теремок» до конца, потому что все-таки ответственность на нас лежит за реализацию данной программы. Поэтому мы строили занятия с учетом возрастных особенностей и программы. И вот тут уже в полной мере наши родители стали полноправными участниками образовательного процесса. И именно тогда они вот поняли, насколько вообще важен, ценен детский сад и для них, и для ребенка, и вообще значимость профессии воспитателя. Сначала мы тоже хотели попробовать это сделать в режиме онлайн, но столкнулись с такими сложностями. Во-первых, необходимо подготовить материал, который будет нужен родителям для занятия. Во-вторых, у нас дистанционно учились школьники, и во многих семьях у нас по 2-3 детей, поэтому, опять же, дневное время наиболее удобное для малыша, для занятий с малышом, было занято. То есть компьютер, все эти вещи были заняты. Поэтому мы решили, что будем записывать занятия, записывать свои ролики, выкладывать на сайте детского сада, откуда родители по ссылкам будут заходить, смотреть, выполнять. И договорились, что свои достижения, свои результаты, какие будут у них, у детей, они будут нам высылать либо фотографиями, либо в формате видео. Вот. И работа закипела. В своей работе мы привлекли и психолога тоже, и инструктора по физкультуре, и музыкального руководителя. Первые ролики было сделать, не так-то просто, я хочу сказать. Когда мы посмотрели, то получалось, что воспитатель одновременно вроде бы и ребенку дает информацию, хочет, чтобы он с ним, общается с ним, да, через экран, и в то же время говорит с родителем. И поэтому было не совсем понятно, что делать и как быть. Я хочу вам просто показать сразу несколько роликов первоначальных, которые мы снимали, и я думаю, вы сами увидите вот эти вещи, о которых я говорю. Получается такая красивая, сочная зеленая краска. Это готовится рисование жидким тестом. Так. Посмотрите, ребята, перед этим воспитатель рассказывала, как она будет изготавливать это тесто. То есть для ребенка это совсем не интересно. Эта информация была для родителя. И поэтому эти первоначальные ролики, они были, конечно же, такими сырыми. Тоже что-то подвисает так как-то. Сейчас мы с вами нарисуем сначала солнышко. Для этого нам понадобится, в данный момент у меня одноразовая тарелочка. Можно сделать это на картоне. Берем половинку листа А4 картона или тарелочку в данном случае, как у меня. И берем нашу волшебную красочку, ложим на тарелочку, делаем такой кружочек, как солнышко наше, да? Нашему солнышку не хватает, что, ребятки? Нам не хватает лучиков. А лучики мы сделаем с вами с помощью вилочки. Можно это сделать с помощью одноразовой вилки, можно сделать обыкновенной вилки. Я думаю, вы заметили, да, что педагог обращается то к детям, то к родителям. Поэтому, конечно, хотелось бы сделать более качественно и хорошо эти ролики. Дальше у нас стало получаться несколько лучше. Допустим, вот ролик по как раз-таки с использованием арт-методик
который нам предлагает программа «Теремок». Какая у нас бабочка получилась. Бабочку выкладывают. Мы можем сделать усики для нашей бабочки. Вот, посмотрите, какая интересная бабочка у нас получилась. А еще мы можем взять в ручки и вот так вот помахать, как птичка. Побегать и помахать. Что же еще можно сделать? Какие фигурки из этих интересных заготовок? А еще мы можем сделать солнышко. Берем наши ладошки разноцветные и выкладываем по кругу. Так. Конечно же, родители, я хочу сказать, что с удовольствием откликнулись на нашу идею, что я, собственно, не очень-то ожидала. Они стали выполнять все наши задания, но параллельно стали поступать воспитателям вопросы. Почему вот в группе вы говорите, что ребенок долго занимается, а я с ним сажусь проводить занятия или играть, буквально 5-7 минут, и он уже побежал, он все бросил и ушел. Мы думали, что он будет сам сидеть возле компьютера, долго с вами заниматься, а мы, родители, в это время будем делать свои дела. Конечно же, в этот момент я понимаю, что многие родители испытывали и общую тревогу, и вот это вот как бы не готовы были сидеть так долго с маленьким ребенком в замкнутом пространстве. Я поняла, в общем-то, тогда свою ошибку, что мы предложили все эти наши видеоролики, эти наши игры-занятия недостаточно подготовленным родителям. Поэтому сразу же пришла мысль, давайте попробуем записать для них ролики, такие небольшие обучалочки. Но самое первое, с чего мы начнем, это с возрастных особенностей. Расскажем об особенностях детей, о том, какая длительность занятий необходима этим детям, о том, что необходимо делать паузы, физкульт-минутки, о том, что это возраст, вот сейчас мы говорим, у нас как раз 3 группы было возраста с 3-го года жизни. То есть это дети, считайте, весна, конец весны, кризис 3 лет. Практически, половины этих детей он уже вступил в свои права. Поэтому, конечно же, родителям было очень сложно. И для этого мы сделали это уже маленькие кусочки. Буду вам показывать такой ролик. Тут уже я, так сказать, записала небольшой сюжет. Нашей самоизоляции. Мы видим, что вы с удовольствием выполняете наши задания, которые педагоги размещают на сайте детского сада, а вы их выполняете с детьми. Для того, чтобы как-то облегчить вам совместное времяпроведение и выполнение этих маленьких игр, заданий, мы с воспитателями решили познакомить вас с возрастными особенностями детей 3-го года жизни. Я надеюсь, что знание возрастных особенностей поможет вам лучше использовать все свои резервы, ресурсы, найти подход к своим малышам и сделать время пребывания более насыщенным и интересным. Итак, каждый ребенок действительно уникален. Он развивается по-своему. Но есть... в общем, вот в таком духе. Очень кратко, буквально там 8 минут у нас занял этот ролик. Мы рассказали о возрастных особенностях детей. И затем я вспомнила, стоп, но ведь у нас есть отличная вещь. Мы выкладывали на Facebook, как дети у нас занимаются, как дети у нас живут в группе. Почему бы не использовать для родителей и эту информацию? То есть мы ее запустили, именно эту информацию, чтобы родители посмотрели, сколько дел вообще за этот короткий период, например, до тихого часа или во второй половине дня успевает сделать их малыш, насколько педагог его переключает с одного вида деятельности на другой, чтобы родители точно так же могли это повторить дома. Поэтому мы такой представили им, выложили ролик, как мы прожили это время. Тоже сейчас очень кратко.
посмотрев такой ролик, родители уже смогли повторить, сымитировать вот именно этот день, который проживают дети в детском саду в своих условиях, в своих домашних условиях. Так как родители, мы знаем, что они не имеют педагогического образования, ну, большинство из них, да, будем так говорить, мы опять же показали и несколько фрагментов организованной образовательной деятельности в группе, посмотрев который, родитель тоже смог учесть вот эти нюансы о том, что надо озвучивать все действия, о том, что надо придумывать какие-то игровые сюжеты. Маленький фрагмент занятия, которые мы представили родителям, чтобы они на нашем опыте поучились. Так, номер 5. Допустим, кусочек занятия «Зима». Большую салфеточку, большой комок снега приклеили. Ребятки, у нас получилась красивая штучка. А снежок мы рисовать будем с вами? А пойдемте мы с вами к другому столу и посмотрим, что у нас там есть. Пойдемте? Пойдемте. Мы берем нашу пушистую ручку с собой. Идите сюда, смотрите. Смотрите, у нас есть что. Что это такое, ребята? Что это? Кисточки. Держите каждый по кисточке. Держи, Анечка. Смотрите. Давайте мы сначала посмотрим, что такое кисточка. Где у нас у кисточки кончик? То есть я думаю, что здесь на практике родители увидели, как воспитатель и подходит к детям, какие он задания им предлагает. Также как можно организовать игру. Мы для родителей тоже подготовили. Это ведь как считают родители? Вот купили готовые там дорогие, хорошие игрушки, дали ребенку, и он будет играть. Но никак не хотят понять, что детям, для детей раннего возраста без взрослого игры быть не может. Взрослый является двигателем, он раскрывает сюжет, он стимулирует эту игру. Поэтому мы сначала, конечно же, немножко поговорили, рассказали о том, что такое игра, как нужно играть с ребенком раннего возраста, а потом показали небольшой сюжет. То есть это привело, я думаю, к тому, что родители поняли нашу ситуацию, поняли отношение именно к игре, как нужно играть с ребенком и как формировать эту игру. Мы, конечно же, родителей не сильно загружали вот своими роликами, своими занятиями. Мы размещали их на сайте 2 раза в неделю. Но так как у нас групп 3 группы, да, считайте по 2 занятия, то получается ежедневно родители имели каждый день новый какой-то ролик, новую какую-то игру или занятие. Хочется также отметить, что удивительно, но дети других родителей ведь общаются между собой. И поэтому на наш сайт, я вела статистику, смотрела, как посещается наш сайт. И там посещали сайт и дети из других детских садов. То есть, родители, естественно, родители других детских садов. И даже из других городов. Это, конечно, было, приятно. Не знаю, насколько это полезно им было или нет. Конечно же, большая часть роликов была снята по нашей инициативе для родителей, для реализации нашей программы. Но некоторые ролики мы потом стали делать уже и по запросу родителей, потому что они звонили воспитателю или вот ВКонтакте, там у них свои группы существуют, переписывались и спрашивали, вот вы предлагаете нам лепку из пластилина. У нас пластилина сейчас нет, магазина мы купить ничего не можем, все закрыто. Что делать, как заменить? Поэтому, естественно, стали исхитряться, и предлагать уже родителям лепку там, например, из соленого теста и так далее. Так, сейчас. Вот, например,
как Оксана Николаевна лепила ежика из соленого теста. У нас у воспитателей тоже есть дети, и поэтому, конечно же, это был наш ресурс, когда мы приглашали этих детей в работу. То есть это было настолько, ну, нам облегчило съемку этих игр занятий. Молодец. А это? Этого теста? Молодец. А это? Правильно. А это? Это голубой. Так. А это? Это зеленый. Молодец. Заодно мы повторили цвет. Так. Тимош, какой цвет возьмет себе тесто? Вот это. Так. Какой это цвет? Это желтый. Желтый. Правильно. Держи. Лера, какой хочет цвет? Голубой. Голубой. Ну, а я возьму зеленый. Берите. Отрывайте кусочек теста. Так, делаем шарик. Правильно, Тимоша, ты понял, как смысл делать, да? Давай, я тебе помогу, смотри. Давай. Крючком приклеилась маленько, да? Так, держи. Смотри, какой у тебя ежик получился. На ладошку должен. Давай сделаем небольшой носик ежику. Так, вытянем ежику носик. Вытянем. Вот такой вот у нас получился ежик у Тимоши. Так, вот такой вот у нас получился ежик у Тимоши. Очень красивый. С длинненьким носиком такой красивый. Так, а у Лены что получается? Ой, какой красивый ежик. А что у нас у этого ежика, ребята, не хватает? А что это? Колючки мы будем делать ежику, да? Он же у нас не колючий, а надо же колючий взять. Мы предлагаем вашему вниманию сделать из подручных материалов иголки. Вот, молодец. На, еще сделай много-много иголочек. Наломай макарошки. Тимош, сделай у нас, чтобы ежик Они лепили ежика, делали иголки, все из макарон, теста, использовали семечки. В дальнейшем она предложит им другие материалы зубочистки или семечки. Также интересную тоже игру, на мой взгляд, придумала Оксана Николаевна. Мне хочется отметить, что вообще вот эти наши педагоги, именно группы раннего возраста, это молодые специалисты. Они не имеют специального педагогического образования, они прошли переподготовку, прошли курсы, и вот мы вместе учимся и вместе реализуем эту программу «Теремок». И я думаю, что от каждого, вот от ролика к ролику, ну, качество выполнения, проведения этих занятий, ну, в общем-то, у педагогов улучшается. Здравствуйте, уважаемые родители. Здесь уже Оксана Николаевна сначала обращалась к родителям, она объясняла, что нужно сделать, и только потом пригласила ребенка для... Для этого нам необходимо... В общем, как-то все висит, подвисает у меня видео. Суть в том, что они на эту рамку наклеивают травку, потом прячут картинку и определяют, что спряталось. То есть по частичке картинки ему необходимо ребеночку узнать. Грибок? Не знаю, нет пока такой картинки грибок. Вот таким образом мы поиграли с детьми. Да. Эта игра активирует речь. Также очень интересное, я считаю, занятие у нас представляла музыкальный руководитель. Вот тут действительно артисты, которые нужны для малышей. И родители учились, и дети учились. Здравствуйте, Груля. Ты, наверное, Здравствуйте, Груля. Здравствуйте, Груля. Ты, наверное, тоже хочешь с детками поздороваться? Здравствуйте, ребятки. Ой, молодец, какой Тигруля с нами поздоровался. Детки, помашите Тигруле ручкой.
Тигруля, ребята сегодня очень хотят петь и танцевать. Потанцуешь с нами? Давайте мы с вами приготовимся и будем весело шагать по комнате. Раз, два, раз, два, раз. Весело, весело, раз, два, раз, весело, весело, Потом музыкальный руководитель предложила использовать посуду. Вы же все знаем мы, что как малыши любят стучать по кастрюлям, ложкам. Давайте вот этот кусочек запустим. Нет, будем играть. Не будем, наверное, кашу. Нет, будем играть. Как? Играть на ней? Я знаю, что хочет Тигруля. Надо кастрюлю перевернуть, поставить ее, и она будет звучать как барабан. Правильно. Вот нам и пригодились наши фломастеры. Это будут барабанные палочки. Скорее готовьте ваши кастрюльки и фломастеры или карандаши. И мы будем стучать громко и весело. А теперь сделаем это под веселую музыку. А теперь сделаем это под веселую музыку. Также подключились к работе, как я уже говорила, и инструктор по физкультуре. Она для нас постоянно загружала физкультурные занятия, привлекая к ним и своих детей, и мужа, и даже собаку. He lives in a house here in my town. He knocks on my heart whenever he's around. Yeah, yeah. Got blue, blue eyes. Yeah, yeah. He's so fine. My boyfriend, he loves me very much. My boyfriend, he's special. We always keep in touch. He's funny, my honey. He loves me very much. My boyfriend, so fine. Na 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 He calls on the phone, saying that miss me. I don't. Все утряслось. С роликами разобрались, стали их загружать. Родители с восторгом выполнять. Если что-то непонятно, звонили, спрашивали, присылали фотографии. Я уже потом тогда в конце покажу их, как они выполняли эти все задания от воспитателей. Тут стала новая проблема. Дети хотят гулять, гулять невозможно. Что делать? Помогите, подскажите. Выходят на балкон, бегать нельзя, шуметь нельзя. Что делать? Поэтому стали решать эту проблему для малышей. Тоже придумали небольшой ролик, как с куклой Машей, которая проводит время на балконе. Ну, как говорили, в общем-то, многие тут коллеги, рисование мы тоже рисовали зубной пастой, придумывали такие малоподвижные игры, типа четвертый лишний, игрушка спряталась, что изменилось, куда исчезла, куда передвинулась. И разные деревья. Давай попробуем с тобой нарисовать машину. Окунаем пальчик в зубную пасту, которую выдавили на блюдце. Также дети повторяли с родителями весь этот ролик, есть такие фотографии.
где они рисуют дома на своих лоджиях. Нарисуем крышу. Также Машенька им предложила машинки. игры, Будем которые вот я спускаться говорила, вниз. там, куда Не исчезло, бойся. что изменилось. А потом он уехал к ежику. Ты готов? Еще один раз сыграем Где? в эту игру. А потом он уехал к ежику. Ты готов? Еще один раз сыграем в эту игру. Закрывай глазки. Ку-ку. Вот я думаю, что в данном ролике можно Что было же прям вот здесь полноценно поменялось? просматривать Что ролик, изменилось? сидя с ребенком, и тут же выполнять все эти игры, задания. То есть не требуется никакой подготовки, потому что все на экране. Все эти игрушки, все они двигаются, изменяются, и можно решить эти задачки. В ответ после этого ролика нам сразу поступила целая куча, много очень разных роликов маленьких, там 1 полминутки, 1 минутка, когда родители стали выходить с детьми, организовывали чаепитие на балконе из термосов, представляли, что они пошли в поход, играли вот в те же игры, играли вот с бадминтонными ракетками, то есть такие игры малой подвижности. Но мы не успокоились на этом, помимо детей, продолжали также работать с родителями. То есть мы поставили перед собой задачу повысить педагогическую компетентность родителей, и поэтому сняли для них несколько таких обучалочек, обучающих роликов, где постарались ответить на вопрос, зачем нам это надо и как это сделать. То есть насколько важно создать мотивационную среду для занятий со своим ребеночком. Ну, как Татьяна Валерьяновна это уже взяла на себя я эти обязанности, поэтому тут немножко посмотрите, какие ролики мы сделали на эту тему, по работе с родителями именно. Старший воспитатель Ольга Владимировна. Как вы думаете, чего больше всего на свете любят наши маленькие дети? Конечно же, я с вами согласна. Больше всего они любят играть. Они играют с разными и игрушками, они играют и дома, и в детском саду, и на улице. Но для того, чтобы наша игра стала с малышом более разнообразная, более интересная, более развивающая, можно так сказать, нам нужно самим взрослым обязательно принимать в ней участие. Ребенок раннего возраста еще не может организовать свою игру. Мама или воспитатель в детском саду, конечно же, вступают в эту игру и учат ребенка играть с игрушками. Но есть такое еще понятие в детской игре, как введение предметов-заместителей. Это когда мы вместо обычного предмета предлагаем предмет, который может его заместить. Начинается это все с самого простого «покорми Нику» или «покорми Мишку». Мама берет для своего ребенка куклу, берет игрушечную тарелку или игрушечную ложку, а можно и свои обыкновенные наши, тарелочку и ложку, и показывает, как нужно кормить. Она все это, мы говорим, кушай, ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням, какая вкусная каша, кушай, кашу. В какой-то момент, когда ребенок уже освоил это игровое действие, он уже легко находит тарелку, ложку, начинает кормить куклу по нашей просьбе или уже по своей инициативе. Мы можем сделать такую маленькую провокацию, когда не находим, покорми куклу кашу, а где ложка? Нет ложки, нигде нет ложки. Что же делать? Как быть? Посмотри, какие у меня есть предметы. Вот таким образом мы обучали родителей, как можно организовать игру с ребенком, как ввести новые предметы, как заменить один предмет другим. Таким же именно на это
направлены и другие ролики. Например, мы предложили родителям сделать самостоятельно кубики Коса. Ну, это кубики, да, для развития, вы сами это прекрасно знаете. Здравствуйте, дорогие родители. Я старший воспитатель детского сада. Меня зовут Ольга Валентиновна. Сегодня я хочу предложить вам сделать своими руками развивающие кубики. Я просто уверена, что дома у вас есть множество строительного материала. Возможно, это деревянные кубики или пластмассовые. Ну, в общем, я рассказывала, как сделать из простых кубиков, каким образом можно изготовить кубики Коса. Или вот у нас здесь они как-то называются кубики Никитина, когда разные стороны, да, окрашены разным цветом. И потом не просто как их сделать, а самое главное, как с ними можно играть. То есть кукла выступала в роли ребенка, которому ты объясняешь, показываешь и рассказываешь, как можно играть с этими кубиками. Посмотри, давай самолет Родители другого цвета. могли это все посмотреть, Я научиться, хочу даже желтый самолет. использовать те слова и Давай, действия, делать желтый. которые, в общем-то, использует и педагог в своей работе с Выкладываем детьми. желтой стороной вверх. Давай, Машенька, готовь кубики. Переворачивай все желтой стороной вверх. Ну, ролик этот, конечно, не очень короткий, поэтому время, я смотрю, тут уже 3-й час. Немного у нас осталось, поэтому я полностью показывать вам не буду. Еще, на мой взгляд, интересное тоже для родителей, опять же, что повышает педагогическую именно компетентность родителей, потому что тема нашей сегодняшней встречи именно работа с родителями. Мы сделали еще и вот такой ролик, опять же, обучалочку именно для родителей. И снова с вами я, старший воспитатель детского сада Ольга Владимировна. Каким бы вы хотели видеть своего ребенка? И сейчас, и когда он вырастет, я думаю, каждый из вас не в один голос отвечает. Мы хотим, чтобы он был здоровый, чтобы он был порядочный, умный и успешный. Я думаю, состояние вот этой успешности очень важно для каждого человека, возможность реализоваться в этой жизни. Но сейчас, в наше время, важно быть не только умным, образованным, но и уметь нестандартно как-то креативно мыслить, давать различные идеи, которые были бы интересны нашему обществу, нашим руководителям, нашим людям. А для того, чтобы это случилось, я думаю, что в раннем возрасте нам нужно уделить достаточно большое внимание развитию мелкой моторики ребенка и развитию речи. Вы все знаете, что у человека есть 2 полушария мозга, правое и маленькие детки-птенчики. Ночь, малыши спят в гнезде. Мамочка проснулась рано утром и полетела искать корм для своих маленьких птенчиков. Птичка-невеличка все летала, червячков искала. Нашла червячка, клювик взяла, прилетела к своему гнездышку. Детки, детки, просыпайтесь, я вам кушать принесла. Проснулись малыши. Вот они какие. И начала их мамочка кормить одному, другому. Опять же, нужно просто помнить, что это был период самоизоляции, когда особо магазины не работали, и мы не могли приобрести необходимые нам материалы. Поэтому использовали вот рукавички, перчатки, которые всегда есть в семье, картон и так далее. В общем, все подручные материалы. Когда мы уже немного адаптировались вот к этой новой ситуации, родители особенно, то они тоже стали проявлять инициативу, и мы, подражая, наверное, другим нашим коллегам, тоже получили
поучаствовали, создали, так сказать, свой флешмоб «Делай как мы». Это родители и воспитатели, и мы с тобою так похожи. Конечно же, это все способствовало объединению педагогов и родителей в одну команду такую сплоченную. Так, 16. Вот. Это «Делай как мы». Walks into the room, just like a big balloon and said, "Hey girls, you are beautiful." Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, "Big girls, you are beautiful." You take your skinny girl, feel like I'm gonna die, 'cause a real woman needs a real man, here's why. You take your girl and multiply her by 4. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. To the butterfly line. У нас это было, мы с тобой так похожи, где и воспитатели, и родители одной группы, взрослого и ребенка в этом возрасте. И мы смотрели, насколько похожи родители и их дети. Я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Как показала очень практика, в это время родители испытывали очень много негативных эмоций, причем к своим детям. И это все раздражало присутствие ребенка, постоянно присутствие, постоянная необходимость его занимать. Поэтому мы, конечно же, подключили к работе психолога. Она не только размещала на сайте детского сада информацию о том, как справиться с депрессией, с раздражительностью, с гневом, но и проводила индивидуальные консультации для родителей в Вайбере, а также организовала несколько групповых тренингов по видеосвязи. Пусть участников было не так много, их было где-то 12-13 человек, но тем не менее это были те люди, которым именно это было нужно. Все это способствовало снятию напряжения, избавлению от чувства вины за те негативные эмоции, которые они испытывали к своему ребенку. Конечно же, 9 мая у нас тоже был запланирован конкурс макетов по знаменательным таким датам Великой Отечественной войны для всего детского сада. Мы его также провели в офлайн режиме. Родители высылали свои макеты, мы их выставляли на сайте, дружно их оценивали, выбирали победителя, также сделали и приказы, грамоты. То есть всю эту работу, которую мы планировали, даже по годовому плану, мы ее выполняли. Вот, наконец-то, пришло лето, ограничения частично были сняты, группы стали работать в дежурном формате, дети вышли в детский сад. Я уже так, честно говоря, вздохнула с облегчением, что это все закончилось хоть на какой-то период, но нет, не тут-то было. Родители настолько привыкли, что мы постоянно им что-то предлагаем, что они занимаются, что они учатся заниматься и жить со своими детьми, что возникли сразу такие пожелания продолжить начатую работу. И мы в течение всего июня выкладывали также на сайте детского сада, снимали ролики, но просто мы их стали приурочивать к таким каким-то датам. То есть, например, была у нас июнь, День защиты детей, потом у нас День медицинского работника, то есть выкладывали игру с детьми на тему больничка, как можно поиграть, и День экспериментов, и День ветра. То есть мы уже 1-2 занятия в неделю со всего детского сада выкладывали. И тут дело, как говорится, дальше шло, появилась новая проблема.
Ну, вот у меня, видите, все как-то, все с проблемами. Набор детский сад. Мы сейчас набираем новые ясельки, которые будут опять по теремку работать. И оказались в таких условиях, что мы не можем провести очную встречу с родителями. Обычно традиционно в середине августа мы приглашаем родителей, мы рассказываем про детский сад, показываем, экскурсию проводим по саду, по группе. Сейчас мы это сделать не можем, поэтому, опять же, мы перешли в этот офлайн формат, сняли ролик о том, экскурсионный ролик такой по нашей группе номер 19, и предложили его, опять же, своим родителям. Ну, тут мы познакомили их с режимом дня, о том, что у нас есть в детском саду, какой это детский сад, и провели экскурсию по нашей группе. В нашем саду существует традиция, что 20-х числах полезности для развития обоняния, осязания, развития мелкой моторики, сенсорики. И картотека игр для развития мелкой моторики. Вы видите, что все Также рядом есть и картотека игр на развитие мелкой моторики. Вы видите, что все представленные игры в полной доступности для детей. То есть наша среда действительно доступна. Следующий центр – это центр развивающих. Мы провели их по всей группе, показали, какая спальня, какое будет постельное белье, там, приемная, туалетная комната. Это ведь очень важно для родителя, знать, где будет проводить целый день их ребенок. Всю эту также информацию мы сделали на сайте новую вкладочку по дороге в детский сад. Там ее разместили и выслали по телефончику, выслали всем родителям, которые будут приходить к нам сейчас в ясельке, эту информацию, где они могут посмотреть, на какой страничке нашего сайта. Также следующая такая вещь, которая необходима была, о том, что такое адаптация, как родителям сделать, что нужно необходимо сделать для того, чтобы ребенок как можно легче адаптировался, то есть легче привыкал к детскому саду. Мы также сняли небольшой ролик про эту адаптацию, что делать родителям. И следующий такой уже последний момент на будущее. Сейчас вот идет дело, да, уже к концу сентября. В октябре обычно мы проводим собрание для родителей. Как оно пройдет в онлайн-режиме или мы все очно встретимся, пока еще неизвестно. Ну, для подготовки этого собрания я уже сейчас сделала такие небольшие заготовочки, кейсы, так сказать, для родителей с конфликтными, трудными такими ситуациями. Он включает у нас крошечные мультики, пока они, в общем-то, ну, такой музыкальная озвучка еще без слов. Я их на сайте тоже размещу заранее и предложу родителям просмотреть и найти выход из таких ситуаций. Значит, там что у нас, какие ситуации? Это прощание утром с мамочкой, ситуация непослушания и конфликты с сестрами дома. Также я, в общем-то, планирую загрузить туда же информацию именно теоретическую о вопросах от адаптации. Мы будем говорить о памперсах, будем говорить. И для того, чтобы родитель уже, когда пришел на собрание, он уже был полностью в теме. То есть тут уже можно будет именно построить обмен мнениями, решение ситуации, разыгрывание этих ситуаций. Я думаю, что такое собрание пройдет гораздо эффективнее и интереснее. Если вам вот время позволяет и интересно, я сейчас просто мультик один воткну, чтобы вы посмотрели. Вот, допустим, расставание. Давайте вот это хулиган, который. Это мой первый опыт по таким вот маленьким зарисовкам мультяшным. Надеюсь, что мы овладею я им получше, научусь рисовать получше и снимать эти мультики, но тем не менее. То есть вот такая ситуация, если мама забирает ребенка, а он бесконечно кружится по приемной, бегает
прыгает, и мама его никак не может уговорить уйти домой. Это может возникнуть в любом возрасте, согласитесь, и старшим, и младшим, поэтому такую ситуацию мы можем решать с родителями детей любого возраста. Ну, в заключение хочу сказать, что работа мне показалась это в режиме офлайн интересной. Мы дальше будем использовать этот формат. Я думаю, что она показалась не только мне интересной, но и родителям. Ну и тут в заключение мы сейчас вернемся к презентации. Так, дай бог. Вот. Я вам просто хочу показать, как родители, обратную связь с родителями. Вот обратная связь. То есть все опыты, эксперименты, прогулки на балконе, красили и готовили пасхальные яйца. Вот эти физкульт-минутки, которые в большом количестве проводила у нас инструктор по физкультуре. Делали пасхальные яйца. Лепили вот ежики, которые мы сейчас вот только что кусочек смотрели. Это еще проводили один флешмоб, одна вот группа малышовская, я и мой кот. То есть родители присылали фотографии детей с котами, виртуальные зоопарки, ну и так далее. Ну и в заключение вот тоже у нас была такая же «Берегите себя и близких». Ну и вот и все. Я думаю, по времени я даже немножко, наверное, перебрала. Татьяна Валерьяновна. Я на месте. Всё. Ольга Владимировна, да, спасибо вам огромное. Сейчас наши коллеги, которые слушали вас, те, кто работает, может быть, с детьми раннего возраста, пожалуйста, активизируйтесь, вопросы задавайте. Ольга Владимировна, конечно, здорово, потому что, не знаю, я вас вроде слушала на встрече, все вроде это знакомо, но тем не менее как-то вот иначе всегда смотришь на то же самое, ну, что вы уже проводили. И мне очень симпатична вот эта ваша идея, вот эта, знаете, линия движения, как вы показывали, то есть как вы шли по линии обучения родителей. То есть вы очень хорошо показывали, что сначала воспитатель сама снимала, да, ролики, как это все у вас было, вы тоже показали, не стесняясь абсолютно ничего. То есть сначала было так, и потом уже в финише, вот, например, такой вариант, и родитель мог посмотреть. Как вы сами прекрасно делали такие обучающие, я не знаю, как вы их называете, обучалочки, да? Такие обучающие... Ну, так вроде бы назвали. Мини какие-то такие обучалочки для родителей. Вот я тоже с удовольствием на это смотрела, и думаю, что коллеги тоже, потому что и мне здесь, конечно, очень симпатично то, что старший воспитатель это все делает сам. То есть не только воспитатели, но и старший воспитатель подключается, она сама записывается, она сама разрабатывает, она сама, у Ольги Владимировны есть свой канал на YouTube.